Курманбек Киргешевич, ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо. Вы же руку подняли. Скажите, пожалуйста, вот это постановление, которое вы доложили, замена слов согласно приложению словами «по решению суда», это правомерно или неправомерно? Или простыми словами, имеет ли мэр в своем постановлении указывать снести, изъять земли и снести домостроение по решению суда? То есть как бы заранее предвосхитить решение суда или как бы ориентировать суды, что ли? Имеет право так, вообще так формулировать, так записывать постановление? Мы не будем вдаваться в другие подробности. Я совершенно точно знаю, мэру было подсказано уважаемыми товарищами из правительства, из Кабмина и из администрации президента. Потом он внес вот такие. Этими изменениями что? Законным стало постановление, что ли? И на чем основываются ваши доводы о том, что оспариваемая норма закона не противоречит Конституции, ничьи права не затрагивает? Задавая вопросы, я вас прошу, чтобы воздержались от оценок действий отдельных там должностных лиц и государственных органов. Хорошо? Мы здесь обсуждаем вопросы права. Пожалуйста. Могу, да, ответить? Да. Я считаю, что мэр вправе внести изменения в постановления, которые были приняты. И если эти вопросы идут направлены на, скажем так, возвращение в правовое поле, я думаю, что мэр вправе изменить свои решения, внести определенные изменения. И слово «отменить» в судебном порядке это нельзя произвольно толковать, что дали кому-то установку. Нет, это говорит о том, что отмените, обратитесь через суд какие-то решения. То есть я уже про это говорил, поэтому в данном случае мэр вправе внести изменения в свои решения. Поэтому мы говорим, что статья 44, часть 3 статьи 44, она не противоречит Конституции. Но как я сегодня сделали замечание, я согласен, чтобы не было прецедентов в будущем, чтобы другие мэры, другие акимы не создавали такие правовые коллизии. В принципе, поэтому мы здесь сегодня обсуждаем этот вопрос. Я с этим согласен, замечания принимаем. Еще раз. Еще есть вопрос, да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы правомочными структурные подразделения мэрии, управления, фондом по землеустройству и так далее, подавать какие-то требования в отношении мэрии? Они имеют право? Правомочны? А? Можно, да, ответить? Я понял, слышал, я предыдущий тоже вопрос. Да, спасибо. Это все зависит от организационно-правовой формы, насколько эти, как вы говорите, структурные подразделения, насколько наделены полномочиями юридических лиц, какими обладают они функциями, полномочиями, какие цели, задачи преследуют. Все зависит от организационно-правовой формы. Они могут обращаться где-то, например, какое-то управление не может, другое управление может. Это все зависит от организационно-правовой формы министром юстиции. А что вы имеете в виду под организационно-правовой формой? Как построена работа мэрии со всеми отделами Мэрия очень управления? Большой государственный орган, при котором создаются различные формы. Есть отдельные юридические лица, есть прямо управление мэрии, которое напрямую подчиняется. Это, сейчас это относится к этому. Курманбек Киргешевич, он ответил на ваш вопрос. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Еще один вопрос. У вас есть еще один? Пожалуйста. Я извиняюсь, немножко сбились даже. И как бы понимаете объем функций и полномочий
мэра вот в том постановлении не превышается, мы же акцентируем внимание, что любой акт должен приниматься во исполнение и в соответствии с законами и Конституцией. Спасибо вам заранее. Я вопрос не понял. Ну, я считаю, что из того, что я понял, мэр, подписав постановление, я считаю, действовал в рамках полномочий ему отведенных в соответствии с законом о столице, в соответствии с законом о местной государственной администрации и органах местного самоуправления. То есть, ну, сейчас, ну, если мэр, вы до этого сказали, коллегиальный орган мэрия, с кем он должен, ну, как Джогорку Кеңеш коллегиальный орган, но мэрия у нас, с кем он должен советоваться? Ой, ну, вы же говорите, он должен... Извините, пожалуйста, вопрос порождает другой вопрос. Вот в этом законе о местной государственной администрации органов местных самоуправлений, там записано, что мэрия – это коллегиальный орган, в законе прямо указано, извините. Поэтому по способу принятия того или иного акта тоже суд вправе признать законом или незаконным это постановление. Я поэтому не случайно задавал. Это коллегиально принималось или не коллегиально? Я не знаю, я или в мэрии опросным не работаю. путем? Я не могу сказать. Спасибо, потому что я в мэрии не спасибо работаю. за ответ. Есть еще вопрос? Все. Ну, выключите, пожалуйста, микрофон. А вы включите. Айджан Алыевна, Да. пожалуйста, вам. У меня такой право вопрос. задать Скажите, вопрос. пожалуйста, вы согласны с общеизвестным утверждением, я уже этот вопрос задала представителю Джогорку Кеңеша, о том, что буква и дух закона должны совпадать? Да. Тогда вот вы в своем выступлении сейчас сказали, что нельзя произвольно толковать постановление мэрии. Но сейчас не о постановлении мэрии, а речь именно про статью закона об МСУ. Скажите, пожалуйста, можно ли слово «отменен», в кавычках, «отменен» произвольно толковать? Нет, отменен что? Административный акт. Нет. Невозможно. Ну, да. Соответственно, вы согласны с тем, что слово «отмена» или «отменен» не имеет других юридических синонимов ни в одном законе? Синонимов. Не, вы как-то полностью сформируете вопрос, Нет, вы то есть как-то еще... кусками задаете и подводите к своему, ну, к своей позиции. Можно полный вопрос, я вам полный ответ дам. Я полный вопрос говорю, ну, так поясняю Мы же тогда в свои философию вопросы. уходим. Нет, Что нет, это такое не понятие философия. отменен, Это отмена? толкование права, толкование нормы. Вот на этот вопрос мне не стал отвечать представитель Джогорку Кеңеша, который призван как раз-таки толковать. Ну, соответственно, я как юристу с очень большим стажем, я вот вам вопрос такой задаю. Я почему этот вопрос задаю? Потому что я считаю, я уверена в этом, что слово «отмена» – это единственное в своем роде, то есть «отменяется» – это единственный в своем роде глагол, да, потому что это действие какое-то совершается, которого, ну, аналогии больше нет. И, соответственно, Нет, мы не можем... Вы уточните, вы к чему задаете вопрос? Я Хорошо. к тому, что отменен. То есть, вот чтобы слово было «отменен», понятно, да, что слово «отменен». Смысл того, что вы хотите выяснить? Нет, отменить эти решения, первая редакция, отменить в судебном порядке все... Я сейчас не про постановление мэрии про говорю. что мы говорим? Я сейчас говорю про норму закона об МСУ, что административный орган имеет право отменять, изменять, признавать утратившим силу и так далее. Вот именно по поводу отмены своего ранее выданного административного акта. Я сейчас вот такой вопрос задаю, что имеются ли какие-то другие полномочия, которые можно заменить отмену? Не, ну, выдать в аренду. Арендатор не исполнил свое решение. Отменить выдачу аренды, отдать другому человеку. Вот. Но только это отмена, если это не всё? касается вопроса собственности. Вот мы же говорим вокруг этого. Тогда другой вопрос. Скажите, пожалуйста, имеется ли норма в законе об МСУ, которая конкретно указывает на то, что такие-то, такие-то положения, такие-то, такие-то нормы этого закона должны рассматриваться, должны, ну, приводиться в действие с учетом закона об административных процедурах? Я не готов, потому что этот закон я
изучал в той степени, в котором это касается нашего дела. А просто как меня, школьника, экзаменовать, назовите статью, Нет, где нет, нет, написано я не слово экзамен- административные процедуры в законе о местной Формулируйте государственной вопрос, организации, я не готов ответить. Просто вы до этого выступали, и вы как раз-таки говорите о том, что полномочия, ну, по отмене и так далее, это все регулируется, вернее, обжалование этих действий регулируется законом об админпроцедурах. Да, часть Конечно 3, же, я с этим 57, да. согласна, но имеется в виду, я вот когда вас спросила, буква и дух закона должны совпадать, Да. вы сказали, да. Да. То есть, соответственно, гражданин обычный, не юрист, да, он Мгм. имеет право читать и видеть, и понимать, да, что вот буква закона, оказывается, может отмениться. Он имеет право так понимать, что отмена, это значит все, отмена. Все, нету больше этого документа. Нет, Не, вы ну, у нас, давайте видите, я таким с образом, 50 подождите, Мгм. подождите. Вы формулируете вопрос таким образом, на самом деле, да, чтобы было понятно, что оно непосредственно касается того предмета рассмотрения, который является, ну, как бы, предметом рассмотрения сегодняшнего заседания. Даже мне не совсем понятно вообще, к чему вы клоните и что вы хотите выяснить. Я хочу выяснить то, что... Ну, гражданин своих- имеет ли право, вот вы задаете вопрос, да, гражданин имеет ли, я просто не хочу сейчас, да, публично снимать ваши вопросы, потому что просто они сформулированы Мгм. не совсем внятно, не совсем понятно. По этому основанию я не хочу снимать ваши вопросы. Поэтому, что, ну, гражданин имеет ли он право понимать, как в законе написано? Да. Ну, к чему этот вопрос? Вы какой ответ? И этот ответ к чему приведет? К тому, что действительно вот эта отмена, она не соответствует Конституции. Слово отмена не соответствует Конституции в том плане, что в Конституции четко написано, что если это, ну, если это право собственности затрагивает, то, соответственно, это, ну, это неправильно, это незаконно. Я вот к этому хочу подвести. Речь идет об актах органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Формулируйте вопрос. Я вам еще раз даю возможность, чтобы сформулировать Имеется ли... вопрос. нет, вы же ответили, вы сказали, что не знаете. Нет, я имею в виду, в данном случае, видите, говорит, Ну, я считаю, что скажем органы так, могут нет, отменять. смотрите, Ой, хорошо, я попытаюсь сформулировать вашу мысль, да? Мгм. Правильно ли, когда органы местного самоуправления отменяют акты, ну, которые касаются каких-то имущественных прав простых граждан, да? Именно вот такое, именно применение такого полномочия, как отмена этого акта. Я считаю, что если это касается права собственности, каких-то имущественных прав, должно отменяться в судебном порядке. И этот же орган, либо вышестоящий орган, не вправе отменить. Это То есть соответствует... имеет ли право вообще он выносить подобный акт об отмене собственного акта, который порождает какие-то имущественные правоотношения, скажем так. Если это порождает имущественные правоотношения, я считаю, что это должно проходить через суд. Если это не затрагивает чьи-то интересы, имущественные, собственность, то это он вправе отменить акт. Вы удовлетворены? Да? Есть еще вопросы у вас? Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь.